Сегодня у нас в гостях депутат Джугурку Кенеша Аида Исатбек Кызы. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам пришли. Мы пригласили Аиду в качестве ролевой модели для подрастающего поколения. Мы очень надеемся, что наше интервью смотрят подростки, выпускники школ, родители. И, возможно, ваш опыт чем-то им поможет в будущем. Все мы знаем, для того, чтобы вырастить человека лидером, недостаточно того, чтобы у ребенка были просто лидерские качества. Это определенно вклад родителей, создание какой-то благоприятной среды, чтобы человек мог все свои способности, скажем так, раскрыть, вырасти там и добиться каких-то успехов. Поэтому наш, наверное, первый вопрос про то, что вам первым приходит на ум, когда вы вспоминаете о том, что вас сделало такой и помогло вообще продвигаться в жизни и тем более уж идти в политику. И я думаю, лидерские качества — это не так, что вот мы утром проснулись, там, да, по хотению, по щелчку пальца, там, мы сегодня решили стать лидерами. Я думаю, что как раз-таки вот эти лидерские качества, они у нас закладываются в характере, да, а характер у нас формируется с детства. И вы правильно подчеркиваете, что как раз-таки формирование характера очень большую и ответственную роль играют наши родители. Что и в моем случае, как бы, да, вот все, чего я, скажем, на сегодняшний день достигла, там, благополучно вышла замуж, скажем, там, как примерная, скажем, супруга, как примерная мать, да, как примерная дочь, и это во всем вот сыграло огромную роль в воспитании вот именно моих родителей. А в профессиональной жизни? В профессиональной жизни тоже сыграла огромную роль. Я тоже вот как раз-таки давала интервью, где я открыто заявляю, что да, при поддержке моих родителей, благодаря моему отцу, да, я смогла прийти в парламент. И вот как раз-таки родители — это те люди, которые помогли мне стать вот таким вот человеком, который я есть сегодня. И давайте, чтобы было понятно нашим зрителям, читателям, какого рода была эта поддержка, финансовая, моральная, психологическая, как они вас подталкивали вообще к успеху? Ну, смотрите, у каждого родителя же своя же роль, да, и вот в этом плане мои родители, они отлично сработались. Это был отличный тандем того, что вот папа, он всегда поощрял и говорил: никого не бойтесь и пробуйте еще раз, если у вас не получилось, да, а мама, она всегда была такая вот строгая и говорила: раз ты что-то делаешь, надо делать это на отлично. И даже маленькие какие-то задачки в жизни, которые у тебя случаются, нужно стараться делать на 5 с плюсом. А вообще, как это помогло вам преодолеть трудности какие-то? И сталкивались ли вообще вы с трудностями, которые связаны с вашим гендером? Трудности, связанные с гендером. Ну, давайте просто вот на примере, да, за свою вот деятельность в парламенте я могу сказать, вот имея такой вот статус, да, имея мандат депутата, даже я сталкиваюсь с этим. И если вот пример приводить, то, наверное, вы тоже в курсе, что вот у нас с представителем кабинета министра у нас была такая, скажем, словесная перепалка, где он себе позволил говорить «тетеги кыз», да. И это я вот тоже считаю, что как раз-таки гендерное неравенство. Почему? Потому что будь это, допустим, не молодая девушка-депутат, а будь это мужчина-депутат, я больше чем уверена, что он бы не позволил себе такого рода ответа, да? И это вот даже вот здесь проявляется. Вообще ранее сталкивались с каким-нибудь вот, скажем, притеснением на основе гендера и как с этим справлялись? Ну, смотрите, до того, как я пришла в парламент, я же помогала же, ну, скажем, там, в бизнесе, да, родителям. И там тоже мне приходилось доказывать каждый раз и постоянно, что у меня, как у девушки, получится чего-то добиться. Я чисто из своего опыта знаю, что мне приходилось больше делать работы, да, и больше выкладываться, нежели чем другим, чтобы только доказать, что да, я девушка, но я тоже чего-то стою, да, что я тоже могу чего-то достичь. Вот. И, ну, мне кажется, даже сейчас вот в парламенте нам приходится больше работать
Почему? Потому что, опять-таки, ну, Чтобы доказать, что женщина-депутат да, не хуже мужчины-депутата. У вас есть дочь, поделитесь тем, как вы ее воспитываете, и в связи с происходящим насилием постоянным в отношении женщин, страшно ли вам за ее будущее? На самом деле, да, я как родитель, конечно, беспокоюсь, какое будущее будет у наших детей, да, в какой среде они будут жить, как говорится. И я хочу сказать, что я, как и многие наши родители нашего поколения, сейчас очень много литературы, я тоже читаю литературу, я тоже стараюсь правильно преподносить информацию детям, да, и как правильно защищаться, и вообще, и как быть в той или иной ситуации, чтобы они тоже были, как говорится, информированы. И я тоже не часто задаюсь вопросом, то есть, насколько я хороший родитель. Да, и смогу ли я там достойно вырастить своих детей. Почему? Потому что, опять-таки, на примере своих родителей я могу сказать, что если родители наши воспитали после развала Союза, скажем так, да, там, без литературы, без всяких коучев, чисто интуитивно, скажем так, где хорошо, где плохо, они понимали, они это все рассеивали и давали нам только нужную информацию. Вот. И сейчас, вот, живя в 21 веке, где у нас век технологий, где у наших детей есть открытый доступ ко всей информации, конечно, я обеспокоена, и каждый день я задумываюсь, насколько я правильно воспитываю своих детей, да, и какую информацию они получают, как, скажем, как из соцсетей, из интернета, и вообще какая окружающая среда у наших детей. Потому что окружающая среда как раз-таки играет огромную роль. А как вы дочь воспитываете? Ну, ставите ли упор на развитие каких-то ее качеств, чтобы она выросла там самостоятельной, свободной, независимой? Ну, конечно, как любой родитель, я стараюсь, чтобы она раскрыла весь свой потенциал, чтобы могла раскрыть и свои таланты, да. Вот у нас сейчас как раз таки вот и ребенку, дочери моей 11 лет, мы пробуемся, скажем, там, ходим на всякие разные курсы, пробуем, что нам нравится, что не нравится, выбирает ребенок. Ну, опять-таки, для того, чтобы у нее потом в будущем не было вот этого сожаления, что, оказывается, я хотела быть музыкантом, но, к сожалению, там, в свое время меня родители не дали вот нам в музыкальную школу, да, и вот я себя не попробовала. Нет, я стараюсь ее не ограничивать, вот у нее есть какие-то свои потребности, мы, окей, говорим, если ты хочешь там заниматься каким-то определенным видом там спорта или же какое-то образование нам выбирать для себя, мы говорим, окей, хорошо, пробуй. Если нравится, она продолжает. Если не нравится, то есть опять-таки я говорю, что нет, вот ты раз начал, ты должна закончить. Хотя я могу сказать, что у меня мама заставляла. Вот она говорила, если ты за это взялась, ты должна это завершить и сделать это на 5. Сейчас, как такового, я от своего ребенка такого не требую, но в то же время я хочу, чтобы у меня ребенок вырос, скажем так, чтобы у него был свой выбор, да. Ну и давайте, наверное, упремся на то, чтобы было свобода слова, то есть она могла тоже свободно выражаться, чего хочу, чего не хочу. Я могу открыто сказать, что, наверное, не только у меня, но у нашего поколения, у детей также не было такой возможности свободно выражаться. То есть нас родители говорили, делай, и мы как бы это все безоговорочно делали. Вот. В связи с последними событиями, которые происходят в стране, когда постоянно появляются новости о насилии в отношении женщин, как-то вы разжевываете своему ребенку эту информацию дозированно, что вот такое случается, и помогаете ли вы ей понять, что это такое и как этого избежать? Или вы не поднимаете тему насилия, считаете, что она еще маленькая? Сколько лет дочке? Дочери сейчас на данный момент 10 лет. Вы знаете, вот как раз-таки этот вопрос я сама не поднимаю, пока не поднимет мой ребенок. Я же говорю, вот сейчас у нас 21 век, да, когда у ребенка есть гаджет в руках, когда у нее есть доступ к информации, и вот хочешь не хочешь, она тоже где-то сталкивается, пусть это на YouTube, пусть это будет, я не знаю, в ТикТоке или в Инстаграме, где они сидят, да, дети, они натыкаются на эту информацию. Она говорит, мама, вот ты знаешь, что вот оказывается, вот опять-таки по делу Нукеновой, да, что происходит сейчас в Казахстане. Он говорит, ты знаешь, вот ее же убили, да, и когда он убил, он говорит, он сидел же, наблюдал, и вот она поднимает тему, и, соответственно, если ребенок мой эту тему поднимает, я сажусь и объясняю.
То есть где, в каких случаях как она должна поступать, да? Где, что ей можно, скажем так, а что она не должна терпеть со стороны других. Спасибо большое за ваши ответы. И у меня последний вопрос. Он больше будет как совет для родителей, которые нас смотрят. Что бы вы посоветовали родителям девочек? Как можно развить лидерские качества? Как можно сделать так, чтобы дочка не терпела насилие, чтобы она была независимой? Мы больше же сегодня говорим о свободе девочки. Ну, в первую очередь, я думаю, что нужно поддерживать своего ребенка, какой бы выбор бы она ни делала бы. Это, во-первых. Во-вторых, надо в нее верить. Почему? Потому что мы, родители, зачастую же переживаем за своего ребенка, да, и хотим, вот как родители, оберечь своего ребенка. И вот как раз-таки вот этим самым мы ограничиваем во многом нашим девочкам. И вот как раз-таки вот тут вот закладывается у девочек вот этот или не дейт, что люди скажут, да, а как на ту или иную ситуацию там посмотрят родители, ну, осудят или не осудят. Вот просто хочу сказать, что нужно вот поддерживать своих детей. И так как это подрастающее поколение, нужно им давать, наверное, больше свободы слова, больше свободы выбора. Вообще, вот честно, советы давать. Я думаю, я могу просто озвучить, что вот я делаю, да, ну, какие методы у себя я в семье применяю, а чтобы советовать, я думаю, ну, каждый родитель знает, да, каждому ребенку нужен особенный подход, у каждого как-то свои методы, поэтому я вот сделаю акцент на две вещи, это вот свобода слова, чтобы у ребенка было, и свобода выбора. Думаю. И самое главное, мы как родители должны поддерживать своих детей. Вот почему? Потому что как раз-таки поддержка окрыляет наших детей и дает им возможность что-то хорошее совершать. И я хочу еще такую вот вещь сказать. Я понимаю, что у нас время, но я хочу вот эту вот вещь сказать, что нужно хвалить наших деток. К сожалению, нас, не знаю, вот я вот тоже чисто из своего опыта скажу, что я тоже мало хвалю своих детей, да, и меня тоже мало хвалили в детстве. И вот мне кажется, вот это вот то качество, которое нам нужно вот вырабатывать себе, побольше хвалить детей за какие-то маленькие достижения.